гостями. Расскажите, как дела ботанического сада? Здравствуйте, уважаемые коллеги, уважаемые телезрители. В первую очередь позвольте поздравить сотрудников нашего научно-исследовательского института, всех наших коллег, Национальную академию наук Кыргызской Республики с 80-летним юбилеем нашего сада. В этом году нам исполняется 80 лет. Я желаю творческих успехов всем нашим сотрудникам, долгих лет процветания. И, конечно же, желаю, чтобы наш ботанический сад цвел, расцветал и радовал наших горожан. Для того, чтобы он расцветал, нужно очень много работать, правильно? Скажите, Да. какие работы проделываются для того, чтобы как минимум в следующем году он преобразился, был еще красивее, чем сегодня? В 2018 году, вообще план реконструкции был начат в 2016 году. Программа была составлена, и на основе этой программы наши сотрудники Национальной академии наук работали методично, технично, но в силу некоторых вопросов, которые не зависели от нас, были некоторые замедления, скажем, в этом деле. В этом году, в 2018 году, наша работа снова возобновилась. 1 марта 2018 года утвердили генеральный план реконструкции и восстановления. Вот я принесла карты, потом можно будет посмотреть. Согласно нашего плана реконструкции и восстановления предусмотрены научно-производственный отдел, территория, где наши горожане, гости города могли бы проводить прогулки. Это, если в целом сказать, наш ботанический сад – это музей под открытым небом, так как у нас очень много коллекций, очень много видов растений, которые были интродуцированы из разных стран мира. Здесь они проходят акклиматизацию, адаптацию проходят, по ним проводятся различные исследования, а потом выпускаются различные рекомендации, работы, по которым мы, наши сотрудники, предлагаем, какие виды деревьев, кустарников или цветочно-декоративных растений можно будет выращивать в нашем Кыргызстане. Ведь не все растения, которые завозятся из-за рубежа, из других стран, могут здесь акклиматизироваться и чувствовать себя вольготно, скажем так. Не все акклиматизируются, не все могут здесь произрастать. Поэтому некоторые растения, которые завозятся из других стран, в некоторых случаях даже погибают. Вот мы не будем скрывать о том, что мы разговаривали за кадром о том, какие работы вот именно проделываются для того, чтобы было не только приятно бегать, я говорю, Челкону, часто проводит там, оказывается, время, а вот чтобы можно было провести там весело время с семьей, просто погулять. Инфраструктуру какую-то создать, может быть, скамейки поставить, я не знаю, те же какие-то... Беседки. Да, почему бы и нет? Я согласна с вами, но в первую очередь нужно отметить, что наш ботанический сад – это не парк, это не место массового отдыха, это научно-исследовательский институт, где проводятся различные исследования. Но у нас есть территория, где наши жители, гости города, гости из-за рубежа, туристы могут приходить, проводить прогулки. Наша территория вообще расположена по двум адресам, по улице Ахунбаева и по улице Горького. По улице Горького это дендрарий, заповедник и лаборатория цветочно-декоративных растений, где есть оранжерея, фондовая оранжерея. К нам приходят очень много людей в летнее время, начиная с самого раннего утра до поздней ночи, приходят в общей сложности около 500 посетителей. Это достаточно много. Приходят не только с прогулками, с детьми, проводят, делают зарисовки красивых пейзажей, мест. Приходят туристы из разных стран мира. Для них наша естественная природа – это как райский уголок. Им очень нравится. Ну да, вы правы в том плане, что нужны какие-то определенные места, где можно было бы присесть, отдохнуть, попить воды. Не покурить. Да, заметьте, не покурить, потому что на нашей территории это опасно. По нашему генеральному плану все это предусмотрено. Есть по плану амфитеатр, летний театр, зимняя оранжерея,
где и в зимнее время можно будет увидеть различные тропические растения. Предусмотрены места, где люди могут просто присесть отдохнуть. Но, конечно же, такой план требует очень больших финансовых вложений. И недавно, 15 сентября 2018 года, наш парк посетил президент нашей страны Сооронбай Шарипович, посетил также премьер-министр Абылгазиев, мэр города Азиз Сурахматов и аппарат правительства и аппарат президента. Они нам очень помогли в очистке от сухостоя, от растительных остатков аллеи, где в основном проходят пешие прогулки. Мы, сотрудники нашего института, очень благодарны всем, кто к нам пришел. Были очень много волонтеров, организаций, ведомства, например, Молбулак, Кейджи Групп. Да, это, конечно, все хорошо. Но вот хотелось бы также поговорить о том, вот мы говорим о том, что приятно провести свое время, да, посидеть, отдохнуть, погулять. И вот вопрос такой, для того, чтобы чувствовать себя хорошо, где бы ты ни был, чувство безопасности, правильно? Вот я не знаю, мы говорим о том, что буквально там 2 года назад и даже год назад происходили пожары, правильно? Это неприятно об этом говорить. И скажите, предусмотрено ли в будущем, чтобы такого не было, чтобы такого не повторялось? Ладно, продумать пожарную систему, противопожарную систему, это огромная сумма, это очень трудно сделать. Или хотя бы камеры видеонаблюдения, чтобы как минимум люди могли себя чувствовать прекрасно, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Вы правы. Этот вопрос стоит одним из самых первых в плане реконструкции и восстановления ботанического сада. Все это предусмотрено. От пожаров мы сейчас не застрахованы, потому что территория очень большая. Естественно. Не все территории находятся под охраной. Поэтому, пользуясь моментом, я бы попросила всех, кто приходит к нам отдохнуть, соблюдали меры пожарной безопасности. Это очень важно. У нас был составлен проект на противопожарную безопасность, где предусмотрена и ирригация, и меры пожарной безопасности. Я надеюсь, что этот проект будет поддержан в министерствах и нас профинансируют. Если в первую очередь это, конечно же, полив, обеспечение поливом и пожаробезопасность. С видеокамерами, да, согласна. С 23 апреля этого года Министерство внутренних дел помогает нам в том плане, что по нашим территориям и в филиале Нарын, в городе Нарын, проводятся рейды. Каждый день проходят постовые службы, патрульные службы, которые наблюдают за безопасностью наших горожан. Как говорится, блюстители закона на стране. Да, они нам помогают. Но на перспективу, если наш план, я надеюсь, он будет поддержан, видеокамеры, они заложены в нашем плане. Хочется Я надеюсь, верить, что они да, будут. Что они будут, потому что действительно в ботаническом саду, вот буквально вчера была со мной же такая же история, когда вечером я хотела выйти на пробежку. Ты хотела кого-то ограбить? Нет. Стадион «Спартак» наш был занят, поскольку играли команды. А в ботаническом саду я приехала, и там на самом деле темно и опасно. А что обстоит с освещением? Будет ли дополнительное освещение? Потому что действительно очень многие бегуны, очень многие спортсмены обожают совершать тренировки, пробежки внутри ботанического сада, поскольку все равно приятнее бегать на свежем воздухе, где есть очень много полезных деревьев. Да, это тоже один из наших основных проблем. Сегодня так получается, что все связывается с финансированием. Я надеюсь, что еще раз хочу отметить, что и надеюсь, что наш план реконструкции и восстановления ботанического сада будет поддержан, и нас профинансируют, и год-два, я надеюсь, будет все замечательно, как в зарубежных странах, как во всех ботанических садах мира, где приятно гулять, где безопасно, где светло. Я надеюсь, что все это выполнится. Как заложено в ДНК у кыргызов, мы умеем верить, верить в хорошее, да? Поэтому
большое спасибо за проделанную вашу работу и за то, что вы будете делать, поскольку действительно хочется верить в то, что ботанический сад снова будет процветать и радовать глаза всех горожан, ну и, конечно же, гостей нашей столицы. Спасибо вам большое. Хочется действительно поздравить вас с этой прекрасной датой, с вашим юбилеем, вас, всех ваших коллег. И также отметить то, что действительно очень много хорошего происходит в ботаническом саду, много спортивных мероприятий, семейных. Поэтому за это тоже вам огромное спасибо. Хотим, чтобы было еще больше. Да, дай бог, чтобы их было больше. Напоминаем, что у нас в гостях была Гуляем Донбаева, исполняющая обязанности директора научно-исследовательского института ботанического сада имени Гореева и кандидат географических наук. Спасибо большое. Желаем удачи. Уважаемые телезрители, оставайтесь вместе с нами. Мы скоро вернемся. Привет, друзья! И снова с вами рубрика «Инстаграм».